Здравствуйте, вы смотрите «Итоги дня», в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Глава Якутии Айсен Николаев второй день работает в Алданском районе. Правительство республики отчиталось перед населением Нерюнгринского и Алайховского районов по итогам деятельности за 2021 год. В Якутии уровень общей безработицы достиг допандемийной отметки. С 14 февраля учащиеся столичных школ перейдут на очную форму обучения. В ногу со временем литературный журнал «Чалбон» презентовал свой официальный сайт. В Камчатском крае потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2. Погибли 2 члена экипажа, находившихся на борту в момент происшествия. Сообщается, что крушение произошло недалеко от села Коряки Елизовского района. Следственная группа работает на месте крушения. Обстоятельства произошедшего уточняются. По факту крушения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Перейдем к эпидобстановке. Свыше 4800 пациентов с коронавирусом выздоровели за прошедшие сутки в республике. Всего было выявлено 2870 новых случаев коронавирусной инфекции, из них в Якутске 1348. Отмечается, что были госпитализированы 97 больных. Несмотря на большое количество случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. В выходные дни вышли изменения. Вышло временные изменения в порядке выдачи электронных больничных листов в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. И если при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции нужно будет обязательно позвонить по номеру 122 для проведения аудиоконсультаций. И пациентам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции легкой степени открывается больничный лист на 7 дней дистанционно, после дистанционной консультации с врачом. И если состояние больного не улучшится, и к нему должен быть направлен врач для очной консультации, оценки состояния здоровья, коррекции лечения, отбора анализов на COVID-19. Учащиеся с 1 по 11 классы столичных школ с 14 февраля будут учиться в очном формате с соблюдением санитарных требований. Сообщается, что при входе в здание школы будет действовать температурный фильтр. Также будут соблюдаться масочный режим и разграничение учеников во время уроков и перемен. При 20% заболеваемости будут закрываться отдельные классы. Ограничительные меры продолжают действовать на кружки, секции, дополнительные занятия, школьные и внешкольные мероприятия. Для развития Алданского района нужны консолидация усилий муниципальной власти и бизнеса и внимание к социальным условиям проживания местного населения. На этих моментах глава республики Айсен Николаев заострил внимание во второй день рабочего визита в Алданский район. Подробности у наших коллег. На крупном месторождении золото-урановых руд Северное Эльконского горно-металлургического комбината кипит работа. ГМК начал свою активную деятельность год назад, но уже есть видимые результаты. За 2021 год опытно-промышленным путем здесь получены первые килограммы золота. Промышленный объект лично посетил глава республики Айсен Николаев и остался доволен. Проект огромный, проект стратегически важный в целом для страны. Здесь не надо думать, что уран будут добываться здесь буквально через год, через два. Да. К этому мы придем не скоро, но сегодня уже можно начинать работу по освоению месторождения как раз с добычи золота. Социально-экономическое развитие района обсудили в Тамоте, и это не случайно. Кроме Росатома с Эльконским ГМК при поддержке железных дорог Якутии, здесь планируют открыть еще несколько производств. Однако остро стоит вопрос с рабочей силой. В муниципальном образовании отмечается отрицательная миграционная динамика. Что нужно сегодня человеку? Многие еще живут с заблуждением, что людям кроме работы и жилья ничего не надо. Сегодня у людей много потребностей, начиная от быстрого интернета, условий во дворе, хороших общественных пространств и определенной уже социальной инфраструктуры. И вот эта задача властей всех уровней как раз такое, скажем так,
такие потребности людей максимально удовлетворять. Там, где это получается, люди не уезжают. А там, где, к сожалению, власти ждут, что кто-то там придет сверху и им все сделает, к сожалению, вот выходит наоборот. На фоне экономических и социальных вопросов прослеживались и политические мотивы. В середине апреля в районе пройдут досрочные выборы главы. Как подчеркнул Айсен Николаев, необходима консолидированная фигура, которая объединит всех и вся для конструктивной работы и движения вперед. И уверен, что население выберет наиболее достойного кандидата, который, еще раз говорю, сможет обеспечить и сплочение Алданского района в целом, так всех сил, и, конечно же, позволит уже району активное взаимодействие с республикой, с федеральными органами, с крупнейшими компаниями, которые здесь работают, двигаться вперед еще более быстро по пути улучшения качества жизни алданцев. На десерт Ильдархану показали новый детский сад «Дельфин» в микрорайоне Солнечный, который вот-вот распахнет двери перед воспитанниками. Именно Николаев принял в свое время авторитарное решение, что здесь нужен новый детский сад. Несмотря на пандемию, его построили в кратчайшие сроки, как показатель того, что Алданский район занимает значительное место в социально-экономических перспективах Якутии. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алданский район. В Нерюнгри состоялся отчет исполнительных органов государственной власти республики, который прошел в формате видеоконференции. С отчетом правительства по итогам деятельности за 2021 год нерюнгринцев ознакомила министр здравоохранения республики Лена Афанасьева. В продолжающихся условиях пандемии деятельность правительства республики в минувшем году была сконцентрирована на восстановлении экономики, занятости и увеличении доходов населения. По информации правительства, четко видны усилия, предпринимаемые в самых востребованных направлениях. Это благоустройство, ввод новых объектов, защита населения, модернизация в сфере здравоохранения, социальная поддержка, реализация национальных проектов, развитие промышленности и другое. Главы всех поселений Нерюнгринского района задали свои наболевшие вопросы. Ну и с нашей стороны сегодня прозвучали основные и самые важные животрепещущие проблемы всего Нерюнгринского района. Была возможность высказаться каждому населенному пункту. И вместе с тем это была не весь перечень вопросов, которые мы ставим перед правительством. Естественно, будет дополнен и сформирован, сверстан сводный протокол вопросов, который также будет направлен в правительство, согласован. И мы, согласно этого документа, будем работать как в 2022 году, так и в 2023 и в последующих годах. Правительство отчиталось и перед жителями Аллайховского района. На отчете с основным докладом об итогах работы правительства выступил куратор района, заместитель министра сельского хозяйства Прокопий Николаев. В ходе встречи жители района задали вопросы по экологии, пассажирским авиаперевозкам, завозу и цене продовольственных товаров, о зеленых рейсах и поставках скороспелой живности. Население Аллайхи ставит вопросы улучшения сотовой связи и строительства до их района волоконно-оптической линии связи для обеспечения высокоскоростным интернетом. Члены рабочей группы органов исполнительной власти дали подробный ответ на все вопросы жителей района. По итогам 2021 года в Якутии уровень общей безработицы достиг допандемийной отметки в 6,9%. Численность зарегистрированных безработных к концу года снизилась в более чем 3 раза и составила 8043 человека. При этом в районе насчитывается 11 тысяч вакансий, более 60% из них по рабочим профессиям. Всего на мероприятиями активной политики занятости охвачено порядка 20 тысяч человек, трудоустроено 19 049, в том числе на постоянную работу 9508 человек, а на временную 9541 человек. Со следующей недели в столице республики ограничат движение транспорта по проспекту Ленина. Это связано с возобновлением дорожных работ. Как долго продлятся ремонтные работы и как изменится схема движения маршрутных автобусов, узнавал Евгений Тайтонов. С 15 февраля в Якутске ремонтные работы будут вестись сразу на 2 участках проспекта Ленина. От площади Орджоникидзе до улицы Кирова и от улицы Октябрьская до магазина ЛНР. Таким образом, общая протяженность закрытого участка на проспекте Ленина составит чуть более 1 километра. По плану весь проспект Ленина разбит на 2 года и на 3 участка. Первый год, это который в этом году, с Кулаковского до площади Орджоникидзе должны сделать. А в следующем календарном году уже 2 участка, от Красноярова до Кулаковского и
до конца улицы Хабарова. Чтобы сохранить максимальную транспортную доступность, дорожники не стали закрывать весь проспект целиком. Во время ремонтных работ автобусные маршруты номер 2 и 3 будут осуществлять сквозной проезд через улицы Курашова и Кирова. Были пересмотрены календарный план графика работ с таким раскладом, чтобы максимально оставить сквозные проезды по улицам Кирова и Курашова. Такие предварительные даты – это по улице Курашова до 13 марта, по улице Кирова 15 мая. Ну, даты ближе ко времени будут корректироваться. Схема движения других маршрутных автобусов также изменится. Например, автобус номер 6 будет ездить по следующему маршруту. С Октябрьской сворачивает на Орджоникидзе, далее по Кирова, Ярославского, Хабарова, Черяева и по существующей схеме по улице Губина. Подробнее с маршрутами других автобусов можно ознакомиться на сайте окружной администрации. Евгений Тайтонов, Павел Пахомов, Якутск. В столице республики в микрорайоне Прометей заканчивается строительство самой большой школы в Якутии. К возведению объекта приступили в феврале 2020 года. В текущем году школу планируют ввести в эксплуатацию. С ходом строительных работ ознакомилась Марфирина Алексеева. Необходимость в новой школе в районе Прометей назрела давно. На сегодняшний день в этом микрорайоне уже проживают около 9 тысяч горожан, а действует только одна школа. Новое трехэтажное здание общей площадью около 15 тысяч квадратных метров рассчитано на 990 учебных мест. Современная школа состоит из 5 объединенных блоков. Панорамные окна, 2 спортивных зала, холлы для активного отдыха, столовая на 500 мест, а кабинеты свободно вместят 30 учащихся. Уже приобретено современное IT-оборудование на 70 миллионов рублей. Так классы будут оборудованы планшетами, ноутбуками. Будет и отдельное помещение для виртуального обучения учащихся, оснащенное VR-очками. Объект интересный, он нетипичный. Вот у нас мы квартал построили, уже тоже большой объем работы выполнен. Относительно квартала здесь много интересных инженерных задач. Например, вот вы видите фермы и так далее. Перекрытие, потолки, высота даже совсем иная. Сегодня в Якутске действуют 53 школы, рассчитанные на 23 тысячи учебных мест. А в реальности обучается более 50 тысяч ребят. На сегодняшний день Министерством просвещения Российской Федерации уже принято решение о строительстве 6 новых школ и 5 пристроек к уже имеющимся. Таким образом, в ближайшие 3 года на территории столицы планируется создать более 6 тысяч дополнительных мест. А к 2025 году посменное обучение должны ликвидировать полностью. В будущем у нас планируется также в рамках с участием ВБРФ строительство довольно-таки много школ по городу Якутску. В этом году планируется приобретение 3 объектов в городе Якутске. Это пристрой в Хатасах, пристрой в школе номер 5 и в пригородном школе номер 12. И в следующем году также планируется в микрорайоне ДСК, в Жатае и по улице Пирогова на 180 мест. В этом году к началу нового учебного сезона школу планируют ввести в эксплуатацию. На сегодняшний день рабочие завершают монтаж системы отопления, вентиляции, ведется укладка плитки и монтаж водоотведения. Строительная готовность объекта составляет 80%. Вскоре начнутся работы над благоустройством прилегающей территории. Проектом предусмотрено футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, беговая дорожка и тренажерные площадки. Строительство реализуется в рамках национального проекта образования и приурочено к юбилею Якутской АССР. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. В Накыне вахтовые работники заселились в новое общежитие. В нем есть система «Теплый пол», датчики экономии электроэнергии, душевые, новая мебель и бытовая техника. Сотрудникам вахтового поселка условия понравились. Евгения Федотова – одна из первых, кто попросил руководство о переселении в новый корпус. На строительство и обустройство общежития «Алроса» предусмотрело 215 миллионов рублей. Охотники Хангаласского улуса принимают участие в проведении мероприятий по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов. Уже традиционно они обустраивают кормушки в местах охоты и наполняют их специальным кормом, чтобы в холодное время года дикие животные могли подкрепиться. Таким образом, охотники поддерживают животных на протяжении всей зимы. Детали в материале Виолетты Засимовой. Мероприятия по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов проводились ранее только лишь госинспекторами. Но с прошлого года Минэкологии начало привлекать и охотников-любителей. Что включают в себя эти мероприятия? Во-первых, обустройство подкормочных площадок на охотничьих угодьях и периодическое наполнение их сеном, ветками, солью и зерном.
Во-вторых, заготовка сена и веточного корма в летний период. В-третьих, охотники могут принимать участие в зимнем маршрутном учете, то есть содействовать мониторингу численности зверей и птиц. Взамен Минэкологии предусматривает для охотников, принимавших участие в перечисленных мероприятиях, поблажки при распределении лицензий. В прошлом году из Хангаласского улуса изъявили желание участвовать в мероприятиях 18 человек. Среди них был Сергей Землянский. За прошлый год мы соорудили 5 кормушек, создали подкормочные площадки, заготовили сено, веточный корм, ездили, смотрели следы пребывания. Зверь приходил, кормился. В общем, успешно очень все прошло. В этом году с района заявки подали аж 92 человека. Евгений Павлов, охотник со стажем 17 лет, впервые принимает участие в подобных мероприятиях. Как правило, охотники работают в группе по 4-5 человек. Группа Евгения успела соорудить 3 подкормочные площадки. Я купил мешок зерна, соль купил, сено у друга взял. Занимаемся. Уже второй выезд. И кормим потихонечку. Делаем кормушки. Сейчас планируем еще в середине месяца съездить. Еще 2 кормушки сделаем. Хоть и Евгений новичок в этом деле, но у него уже есть свое видение на обустройство кормушек. Я предпочитаю максимально приближенно делать к естественным условиям, допустим. Без досок там стараюсь. Корой навес сделал, ветками там закрыл. Корыто я сделал из сухого дерева упавшего. А почему вы против досок? Доски все равно, их везешь, там пилорамы пилят туда-сюда как-то. Неестественно все равно. Зверь может пугается там или что. А так более естественно. Мероприятия длятся с января по август. Затем идет отчетный период. Мы готовим отчет. Все наши выездные эти мероприятия мы фиксируем на фото, видео. В конце мы все скидываем на карту, либо на диск. Бумажный вариант отчет и цифровой. Отправляем в Министерство экологии. Там уже рассматривают. И на основании выполненных работ выдает квоту на добычу. В прошлом году наша команда получила разрешение на лося. В сентябре охотникам, принимавшим участие в мероприятиях по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов, распределят треть от общего количества лицензий. Например, в прошлом году разыгрывали 71 квоту на добычу косули, 18 квот на добычу лося и так далее. Ежегодно количество лицензий разнится. Все зависит от итогов зимнего маршрутного учета. Виолетта Засимова, Федор Тарасов. Нерюнгринская школьница разработала проект гидропонной установки. 11-классница лицея номер 24 Марина Бердянова представила исследовательскую работу на тему «Гидропонная установка погружного типа выращивания растений». Тему продолжит Ирина Кичигина. Новизна проекта в том, что данная установка является автоматизированной. Это способ выращивания растений в искусственной среде без использования почвы. Вместо почвы используется минеральная вата, кокосовое волокно, вермикулит, карамзит и другие материалы. Несмотря на то, что установка требует определенных условий соблюдения температурного режима, контроля содержания питательных элементов, ее плюсы более значимы. Плюс гидропонной установки, чем она отличается от обычного посева и выращивания растений на почве, тем, что она обогащает питательными веществами намного лучше, чем почва. То есть растения не пытаются прорасти именно корневой зоной, чтобы они там искали какие-то питательные вещества, а они растут именно сам стебель. И это и способствует улучшению качества самого продукта и ускорению и упрощению выращивания самого растения. Этой темой Марина заинтересовалась еще в 8 классе. Тогда она и занялась проектной деятельностью в различных областях экологии, химии, биологии, а сейчас и в технической части. Совместно со своим руководителем по проектной деятельности были изучены все нюансы, касающиеся автоматизации процесса. И сейчас пытаемся это все автоматизировать. Сейчас используются таймеры. По ночам мы включаем с помощью таймеров системы. Они автоматически утром зажигают свет.
Они автоматически запускают компрессор, обогащают раствор, получается, питательными веществами и кислородом. Соответственно, хотим сделать автоматическое приготовление самого раствора. Установка состоит из стеллажа с поддонами, стаканчиков с растениями, специальных ламп разных цветов и резервуара, из которого с помощью насоса подается питательный раствор. Собирать ее помогали одноклассники. В этом году Марина представила проект на 26-й республиканской научной конференции «Шаг в будущее», а уже в середине февраля примет участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по технологии. А в родном лицее Марину уже рассматривают как своего будущего педагога. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Литературный журнал «Чолбон» стал доступен в электронном формате. Сайт с одноименным названием презентовали сегодня в Якутске. Идея создать электронный архив возникла еще в 2020 году, но из-за пандемии реализация проекта была отложена. Сайт был создан при поддержке Национальной библиотеки, чьи сотрудники оцифровали все номера журнала, начиная с 1926 года. Таким образом, на сайте «Чолбон» было опубликовано около 1000 выпусков журнала. Времена, которые наш журнал составил в себе всю суть тех изменений, которые происходили, которые воплотили в своих произведениях наши писатели. Это отразилось на страницах нашего журнала. И вот все это наследие мы смогли оцифровать с помощью Национальной библиотеки республики, которая вложила в это дело, которая сохранила, во-первых, и оцифровала, предоставила нам наши материалы. Мы смогли это воплотить на нашем сайте Чолбон онлайн. Также в рамках презентации сайта торжественно вручили премии имени первого редактора журнала анимпадиста Сафронова Алампа. Так, лучшим писателем в области прозы стала Елена Слепцова-Корсунах, а в поэзии Рустам Кажинкин. В номинации «Лучшая публицистическая работа» победу одержал Эдуард Ефремов, а лучшим наставником стал народный писатель Семен Попов-Тумат. Отметим, что спонсором вручения премии выступила администрация Жексагонского наслега Татинского улуса, родины анимпадиста Сафронова. В завершение о спорте. Международный олимпийский комитет опротестует решение российского антидопингового агентства снять временное отстранение российской фигуристки Камилы Валиевой и разрешить ей продолжить выступать на Олимпиаде. Дело будет рассмотрено в спортивном арбитражном суде. Такое решение МОК принял после того, как в анализах фигуристки нашли запрещенное средство. Подробнее в следующем сюжете рассказывает Анастасия Дмитриева. Сенсация фигурного катания. Камила Валиева получила положительный допинг-тест на запрещенное вещество триметазидин, сообщило в пятницу Международное агентство тестирования. Результат был подтвержден аккредитованной в ВАДе антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля. После этого российское антидопинговое агентство отстранило спортсменку от Олимпийских игр. Но днем позднее РусАДА допустила Валиеву до соревнований. Международный олимпийский комитет теперь намерен обжаловать это решение, сообщила ITA в пятницу. Дело будет рассмотрено в спортивном арбитражном суде. Сообщается, что 15-летняя Валиева провалила тест, взятый на чемпионате России 25 декабря. Турнир в женском одиночном катании стартует 15 февраля. Окончательный вердикт МОК намерен получить до этой даты. Мы хотим разобраться как можно скорее, заявил на пресс-конференции в пятницу официальный представитель комитета Марк Адамс. Это юридический вопрос, и юридические вопросы, к сожалению, могут быть очень и очень сложными. Но для всех заинтересованных сторон, не только для российской спортсменки, но, очевидно, для всех спортсменов, участвовавших в предыдущих соревнованиях, нам всем нужно как можно быстрее найти решение этой проблемы, и мы работаем так быстро, как можем в сложившихся обстоятельствах. Валиева принимала участие в командном турнире в Пекине в составе сборной Олимпийского комитета России, выигравшей золотые медали. Церемония награждения призеров была перенесена сначала с понедельника на вторник, а затем на неопределенное время. Перетянуть палку на свою сторону и ощутить настоящий вкус победы теперь может каждый москвич. В столице России стартовали бесплатные тренировки по масс-рестлингу для всех желающих от Федерации профессионалов и любителей масс-рестлинга. Они проходят в спортивном клубе «Тайгер Беговая». Подробности у Айсены Бурнашовой. Белин. Чек.
Помост, палка и стартовая ЧА. Каждое воскресенье с 14:00 здесь проходят тренировки. Вместе с техникой и приемами перетягивания палки ребята прорабатывают необходимые для масс-рестлеров гибкость и силу. Тяжело в учении, легко в бою, отмечает тренер. Например, тяга блока буквально готовит спортсменов к хвату и удержанию противника. Иллюзия масс-рестлинга – это что простота его, но на самом деле масс-рестлинг – это очень сложный технический вид спорта, где ребята должны понять, как они переносят баланс, как технические действия выполняются в масс-рестлинге. Клуб открыт для всех желающих. Вместе с маститыми масс-рестлерами здесь тренируются и те, кто только познакомился с этим захватывающим видом спорта. Каждого знакомят с историей масс-рестлинга, его традициями и ценностями. С масс-рестлингом я познакомился в школе, так как у нас проводили соревнования в детско-юношеской спортивной школе РЛ. И там я начал заниматься этим видом спорта. В который раз уже пришли сюда? Я пришел сюда в 3-й раз. Мне очень нравится. Прокачиваешь свою силу, выносливость, как-никак, растяжку тоже. Мы когда пришли на первую тренировку, нам все рассказали про этот вид спорта. Потому что надо знать, чем занимаешься. Впереди долгожданный Кубок Москвы, региональные соревнования по масс-рестлингу. Поэтому ребята уже начали усиленную подготовку. Чтобы стать частью этого удивительного вида спорта, вкусить азарт и волю к победе, достаточно прийти в клуб «Тайгер» Беговая за 10-20 минут до тренировки по масс-рестлингу. В Якутии его все знают, очень много народу занимается. В Москве он достаточно экзотический, поэтому наша задача в первую очередь популяризация. Поэтому мы сейчас хотим привлечь студентов других вузов, попытаться, чтобы они тоже занимались. И очень призываем всех якутян, которые находятся здесь, приходите к нам, те, где учатся, популяризируйте свой национальный вид спорта. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Вы смотрели итоги дня. Оставайтесь на нашем телеканале.